Перспективы применения квантовых технологий обсудят ученые в Якутске. Здесь начала свою работу Всероссийская научная конференция «Сильно коррелированные двумерные системы от теории к практике». Мероприятие посетила и наш корреспондент Сарглана Федорова. Век квантовых компьютеров может нагрянуть уже через 10 лет, полагают ученые. Сегодня с помощью 2D-материалов ученые создают электронику, которая потребляет мало энергии. Научный сотрудник Национального Чиатунского университета Тайваня Коно Кимитоши изучает электроны и ионы в области физики низких температур. Мой доклад посвящен нелинейным эффектам в жидком геле. Отмечу, что будет много интересных докладов по графену. Графен очень интересный, необычный материал и представляет большой интерес и для практики, и для теории. Самый известный 2D-материал – графен. Его получают из атомов углерода. 2D-материал обладает сверхвысокой прочностью, прозрачностью, гибкостью. В Якутии изучением свойств новых материалов и разработкой приборов на их основе занимается лаборатория графеновых нанотехнологий. Сейчас ученые работают над созданием прозрачных графеновых электродов для сенсорных панелей, телефонов и планшетов. Графен легко может заменить дорогостоящие материалы для сенсорных экранов. Теперь, мы сейчас приступаем, к разработке уже солнечных элементов. Это элементы, которые преобразуют энергию солнца в электрическую энергию. Это очень востребовано в Якутии, где большие расстояния, мало народа и трудно, проводить электричество в отдаленные районы. Свойства оксидных соединений, которые появились благодаря квантовым эффектам, способствовали развитию квантовых технологий. Участники конференции рассмотрят перспективы применения графена, оптоэлектронику и биосенсоры на основе 2D-материалов, электроны на жидком гелии и другие разделы физики. Итогом конференции станет обмен идеями, продвижение в области практического применения результатов исследований. Сарглана Федорова, Джолустан Накинтьев, Якутск.